Юны жыхар Шклова Роман Шкода, адзін з усяго Шклоўскага раёна, прайшоў конкурсны адбор, а потым і курс навучання ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку ў горадзе Мінску. Сваімі ўражаннямі пасля вяртання ён падзяліўся з намі, карэспандэнтамі тэлекампаніі «Шклоў». А пачыналася ўсё з простага хобі. Яшчэ з малодшых класаў Роман стаў цікавіцца авіямадэліраваннем. Наведваў адпаведны гурток у Цэнтры дзіцячай творчасці «Прамень» і з кожным годам развіваўся ў гэтым напрамку. Вядома ж, пры падтрымцы свайго настаўніка. Роман был всегда любознательный такой парень и читал техническую литературу, в интернете смотрел, как разрабатывают новые модели. Сейчас все меняется, мир на месте не стоит, и модели тоже усовершенствуются. Мы все шли с простенького к более сложным моделям, и так увлекается. Обычно зиму мы строим, а как снег сходит, погода, мы начинаем учиться и летать, и комплекс пилотажа выполнять, чтобы он у нас летает как пилотажник, и поэтому ему надо выучить весь комплекс всех фигур, чтобы он, как фигурное катание, откатывал все это без ошибок. И учитывая, что и ветра дуют, сносит модель, ему это все надо было отрабатывать. Роман, дзякуючы свайму захапленню і дапытлівасці, сёння з'яўляецца прызёрам спаборніцтваў рознага ўзроўню па авиамодельном спорте. Шкода Роман является учащимся объединения по интересам авиамодель уже 7-й год, и поэтому достаточно было его достижений, чтобы попасть на 8-ю смену Национального детского технопарка. Чтобы пройти все эти этапы, нам пришлось отправить заявку, приложили все его дипломы, достижения, и потом вторым туром это уже было тестирование, которое проходило в областном центре творчества в городе Могилеве, по результатам которого он и прошел уже на основную смену для занятий в направлении робототехника. Решив задачи на логику, на смекалку, которая как раз-таки и является как основное тестирование, он все-таки проявил себя и прошел 8-ю смену Национального детского технопарка. Супрацоўнікі нацыянальнага дзіцячага тэхнапарку дапамагаюць адораным старшакласнікам Беларусі праявіць сябе ў розных сферах інавацыйнай і навукова-тэхнічнай дзейнасці. Увогуле, гэта тэрыторыя магчымасцей для маладых людзей, якія жадаюць развівацца. Я считаю, что технопарк – это стартовая площадка для тех, кто хочет как-то развиваться в дальнейшем в тех направлениях, которые там были представлены. Учебная программа была довольно интересной, там конкретно было как по направлению учебы, так и по школьной программе. Мы занимались в БНТУ, я был на робототехнике, факультете робототехники. Мы там создавали роботов, писали к ним программы, детали печатали, создавали робототехнические комплексы. И в конце смены нужно было перед всем технопарком показать свой проект, который ты сделаешь. Я считаю, что Национальный детский парк в наше время очень важен, так как он конкретно обучает уже каких-то одаренных детей и делает более узкую специализацию их на какой-то конкретной сфере и области. На дадзены момант у Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку навучанне вядзецца па 7 адукацыйных накірунках, а ў 2022 годзе у гэтым спісе чакаецца папаўненне. Так што кожны беларускі вундэркінд зможа паспрабаваць свае сілы ў цікавай яму сферы. Дзеці – гэта наша будучыня. А адорныя дзеці надзея на развіццё медыцыны, прамысловасці, сельскай гаспадаркі, эканомікі, а значыць і самой Беларусі.